объявят, все скажут, тоже нормально. Тём, встань ровно. Что ты выдавил меня, как это у меня уже? Парад! Цирка! Торжественному маршу! Барокко! На одной линейной дистанции! Первая рота прямо! Остальные направо! Гуд! Направо! Чё? Равнение направо! Шагом! Марш! Ваша девочка. Ой, ладно. Да ты что? Так здорово. Хорошо. Красота. Ну они же подруги. А какая у нас? Не такая. Не видно. Хочешь стать повыше? Вон, видишь, солдат, чуть. Первыми следует знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил Российской Федерации. Знамя Победы было водружено в ночь на 1 мая 1945 года над поверженным фашистским Рейхстагом в Берлине разведчиками Михаилом Егоровым и Мелитоном Ганкария. Ой, кстати, сегодня будет туманка. На площади военные барабанщики, традиционные участники военных смотров и парадов. Барабанные сигналы всегда использовались для управления и руководства действиями личного состава на поле боя, в походах и на маршах, строевых смотрах и парадах. На площадь Победы вносится государственный флаг Российской Федерации. Его цвета олицетворяют мир и чистоту, веру и верность, силу и кровь, пролитую за свободу и независимость нашего Отечества. За государственным флагом России следует Андреевский флаг. Военно-морской флаг, поднятый на корабле, является боевым знаменем корабля. Корабли военно-морского флота нашей Родины ни при каких обстоятельствах не спускают Андреевский флаг перед противником. На площади флаг Федеральной службы безопасности России. Честь, совесть, долг, выносливость, умение оперативно реагировать и действовать в любой обстановке – вот качество настоящего пограничника. Мимо трибуны проходит сводный парадный расчет офицеров штаба Балтийского флота, морской авиации и бригады воздушно-космической обороны Балтийского флота. Многие офицеры в этом строю – участники дальних морских походов, международных учений и маневров. Профессионализм этих офицеров позволяет им успешно руководить действиями обновленного состава соединений и воинских частей флота, обеспечивая неприкосновенность границ нашей великой Родины на море, в воздухе и на земле.
На площади Победы парадный расчет офицеров авиационной базы первого командования ВВС и ПВО Западного военного округа. Возглавляет строй офицеров-авиаторов гвардии подполковник Игорь Федорчак. Его дед, штурмовавший Берлин, был награжден личной грамотой от Верховного главнокомандующего и другими наградами. Парадом в строю летчик-штурман гвардии майор Вячеслав Акулич. Его наград, 2 ордена мужества и медаль за. По площади чеканя шаг проходят курсанты Балтийского военно-морского института имени адмирала Федора Ушакова. Институт готовит специалистов для прохождения дальнейшей службы на всех флотах России. В парадном строю продолжатели военных династий, главный старшина Евгений Смирнов и курсант Виталий Юрченко. 13 раз институт представлял Калининградский округ на парадном победы на Красной площади в Москве. К трибунам приближаются военные моряки Балтийской военно-морской базы, бригады надводных кораблей и бригады десантных кораблей Балтийского флота. Возглавляет парадный строй капитан первого ранга Андрей Набока, командир эскадренного миноносца «Настойчивый». Корабли Балтийского флота регулярно выполняют задачи боевой службы и боевого дежурства в Балтийском, Северном и Средиземном морях. Успешно выполняют задачи по борьбе с пиратством берегов Африки. По площади торжественным маршем проходят курсанты Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, одного из старейших учебных заведений нашего региона. Возглавляют строй внуки участников штурма Кёнигсберга, полковник полиции Сергей Ванькевич и полковник полиции Денис Федоров. В истории филиала много славных страниц выполнения служебных задач в горячих точках на Кавказе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Офицеры курсанты филиала антиспермы пришли на помощь жителям разрушенных поведением Кировограда. По площади чеканя шаг проходят девушки, курсанты Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. Будущие оперативники и исследователи. Каждый год строй девушек-полицейских становится настоящим украшением парада. На площади Победы парадный расчет Калининградского пограничного института ФСБ России. Возглавляет парадный строй полковник Александр Тащенко. В парадном строю отличники учебы сержант Александр Дегтярев и курсант Денис Поляков. Достойно продолжают пограничные династии старший сержант Александр Дмитриев и курсант Иван Орлов. Пройдет совсем немного времени, и идущие в строю курсанты сменят курсантские погоны на лейтенантские и продолжат службу в пограничных частях различных регионов России. По площади торжественным маршем проходят воины отдельного мотострелкового полка, наследники боевой славы первой Московско-Минской мотострелковой дивизии. За беспримерные подвиги дивизии в сентябре 1941-го первой было присвоено почетное звание гвардейской. За годы войны 34 ее воина стали героями Советского Союза, а дивизия была награждена Ленина, Суворова и Кутузова дважды орденом Красного Знамени. Мимо трибун проходят военнослужащие отдельного зенитно-ракетного полка береговых войск Балтийского флота, продолжатели славных героических дел воинов-зенитчиков военных лет. Возглавляет парадный строй командир полка полковник Иван Абрамов. За годы Великой Отечественной войны полк береговых войск Балтийского флота прошел от Москвы до Кёнигсберга. На площади Победы отдельная гвардейская, белостокская, краснознаменная орденов Суворова и Александра Невского бригада морской пехоты. Бригада правопреемных героических традиций 347-го стрелкового полка, который начал свой боевой путь под Сталинградом, освобождал Белоруссию, Польшу, завершил войну на реке Эльбе. За годы войны полку было объявлено 15 благодарностей от Верховного главнокомандующего. Почти 5000 гвардейцев стали кавалерами боевых наград. И сегодня морские пехотинцы Балтики успешно выполняют задачи боевой службы на кораблях флота, военные объекты. Сегодня сводный батальон морской пехоты вместе с другими подразделениями береговых войск Балтийского флота участвует в военном параде на Красной площади в столице нашей Родины, город
героев Москва. Уважаемые товарищи, на площадь Победы въезжает боевая техника Балтийского флота. Грозное и мощное оружие, состоящее на